Comment mademoiselle? Parfait. Quel temps fait-il beau? Je suis d'accord. Je vous souhaite de vous bien reposer. Je vous remercie. Je vous suis bien dans le jeu. Господи, в милости Твоей власти чадо мое Авдотья, помилуй, спаси ее, имени Твоего ради. Господи, дай ей свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое, наступающие завтра дни, вечера и ночи. Ой, девки! Вечер прикатила родня из Саракова, Дарья Постникова. Две несчастья, пока люди легионы добрые пропили его в Уфе. А еще девку Ольгу вели с собой. Да ее с детем, мальцом Степановым, с пальцем. Там собрали всех, да и наказали битьем. Битьем, да зря бита девка. Марфа, Василиса, будет вам ляса точить, пора раздувать самовар, фестиваль начинается. В обычной дворянской семье, будь то в городе или в деревне, семью обслуживали трое-четверо дворовых. В семье Пахомовых две молодые дворовые девушки, Василиса и Марфа, а также один дворовый человек, в дни гостевания выполнявший функции камердинера, Егор. Для дворовых уважительно Егор Афанасьевич. Лука Алексеев Пахомов, 1773 года рождения, дворянин, коллежский асессор и кавалер. Службу начал в 1788 году под канцеляристом в Челябинском уездном казначействе. В 1794 году был переведен в Уфу в экспедицию губернского казначея, где исполнял последовательно обязанности начальника стола, коллежского регистратора, бухгалтера. С 1800 года губернского секретаря, с 1804 года коллежского секретаря. При увольнении из казенной палаты коллежским асессором был назначен с 1809 года уфимским уездным судьею по выбору дворянства, а также по указу губернского правления находился в должности уфимского городничего в 1812 году. Женат, имеет детей Авдотью 17 лет и Наталью 15 лет. Как бы ты знал, Лука, как я беспокоюсь? О чем же? Вправе ли мы настаивать на браке Авдотьи? Будет ли она счастлива с ним? Ведь Алексей игрок. Ну, это всем известно. Но, может, женившись, он образумится. Марья Пантелеева, 1796 года рождения, дочь отставного солдата из Челябинска, Пантелея Евлажникова, находится в услужении в господском доме. Доброе утро, Авдотюшка. Разрешите узнать, как вы почивали нынче? Ходи, Марья. Тревожно мне. У вас придет сватать сегодня? Ты же знаешь все. Алексей-то игрок. Я слыхал, в Москве случай вот какой был. Князь Голицын проиграл свою жену в карты графу Разумовскому. Да что вы, не может быть такого. Жена же это же не дворовая девка. Может, это правда. Княгиня очень страдала и развелась с ним. А вдруг со мной так будет? Господь с вами, что за мысли такие у вас? Может так. Я решилась. Не буду перечить папеньке. Ну и правильно, папеньке-то виднее будет. А как же с приданным? Как я о нем рядиться буду? Дорогая моя, только женщинам дано знать, что у невесты должно быть к свадьбе приготовлено. Екатерина Ильинична очень хозяйственная и сметливая. Егор Афанасьевич, скажите на милость, может ли прийти барыня из Сарапула? Жди, узнай. Лука Алексеевич, во дворе Дуняши ворует девка Косиковой Варвары. Так ее хозяйка послала узнать, не могли бы выслушать ее родственницу из Саракова, Дарью Косикову.
Отчего же нет? Сегодня день гостевания в нашем доме. Пусть проходит. Ой, гостевание началось. Наталья Осиповна даже не разобралась уже. Опять секретничали? Так тебе и тянет тогда общаться с дворовыми. Марья солдатская дочь и вольная не указывай мне, как поступать. Мала еще. Там девушки пришли на гостевание. Ты где же они? В прихожей с маменькой разгладиваются. Ну что, Егор, чай не признал старых знакомцев? Докладывай, барин. Может ли быть, что лучше военной службы? Так думали современники эпохи 1812 года. Атмосфера всеобщего обожания окружала военных. Дворяне начинали службу с 15 лет, рано достигали военного чина, который указывали в любых бумагах. Бонжур, душенька. Здравствуйте, душеньки. Бонжур, душенька Авдотья. Чудно выглядите. И вы тоже. Вы знаете, что сейчас модно носить шапки не на плечах, а чуть приспущенно? Ой, как мне будет. Вот так. О, чудесно. Привет. Парфе, душенька Авдотья. Просто превосходно. Господа, заходите. Сергей Федоров Мокроусов родился в 1783 году. Происхождение из солдатских детей. Военную службу начал рядовым в 1798 году. В унтер-офицерском чине поступил в 1806 году в Рыльский пехотный полк. Ваше высокоблагородие, Лука Алексеевич, примите нас на гостевание. Верно, мы первыми пришли? Нет, господа, девушки-подружки Авдотья да Наталья уже с утра музицируют. Но мой дом всегда открыт старым знакомым. Проходи, Сергей Федорович. Позвольте вас познакомить с моими товарищами по оренбургской службе. Подпоручик Осенцов Иван Николаевич и подпоручик Титов Михаил Матвеев. Здравствуйте. Пожалуйте, господа, в гостиную, к чаю. Здравствуйте, Наталья Осиповна. Отведаем ваших пирожков знаменитых. Ваше высокоблагородие, у нас под поручиком имеется к вам вопросы. Все благоволите ли вы выслушать нас? Отчего же нет? Пройдемте в мой кабинет. Иван Николаев Осенцов родился в 1778 году. Российский дворянин. Военную службу начал урядником в 1793 году. В 1810 году получил чин подпоручика, участник линейной службы и походов на юго-восточных границах России. Женат на купеческой дочери Анне Ивановой. В 1801 году родился сын Николай. В 1810 году дочь Марфа. Ваше высокоблагородие, Лука Алексеевич, я прибыл из Оренбургской войсковой канцелярии по поручению коменданта Змеиной головы крепости с бумагами для Уфимского людского суда. Так какое дело может быть ко мне от коменданта? В Уфе был пойман беглый крепостной дворовый из Калуги. Он был отправлен в службу в Змеиной головы крепости. О его доставке Уфимский земской суд просил известить тамошнего коменданта. Тогда пожалуйте с бумагами в понедельник, где я приму их официально. Я имею еще одну просьбу. Какую же? Решить представить вам подпоручика Орского гарнизонного батальона Михаила Титова. Михаил Матвеев Титов родился в 1783 году в Оренбурге из солдатских детей. Службу начал рядовым в Орском гарнизонном батальоне. С марта 1812 года подпоручик Одесского пехотного полка. Верно, вы тоже ко мне имеете какое-либо дело, Михаил Титов. Но сегодня я вас приглашаю на гостевание в моем доме. Присаживайтесь. Так какие у вас дела, Михаил Титов, в Уфе? Забрать в крепостную службу Оренбургской губернии некого Леонтия Яковлева. Здесь, по приезде в Уфе, я узнал, что он не только преступник, но еще и беглый. Так ли это, ваша милость? Верно, верно. Бежал этот Яковлев вместе с девкой и отставным солдатом. Подбил их на это отставной солдат Щегловский. И как с ним поступил суд? И позвольте еще полюбопытствовать. Деньги вернули господам из Сарапова? Деньги вернули не все, кое отправили в Вятское губернское правление. На медне Щегловскому дали 50, Яковлеву 35, а девке Ивановой 20 ударов плетьми. Так что вести вам, подпоручик, битого в рекрутскую службу. И как же долго мне придется задержаться в губернском присутствии для получения документов об этапировании в гарнизонную службу сего рекрута? Бумаги готовы, хоть завтра, а сегодня прошу к столу, да и праздник в Уфе, с 7. Скоро все пойдут хоровод смотреть. Прошу вас. А ком это подпоручик бывает? А кому он бумагу приносит? В прошлом году, помнишь, был изловлен беглый из Калуги, Никифор
Тимофеев. Да нет же, Трофим Иванов, он из Калуги от своего барина бежал. Да, по старому указу императора Павла беглых бродяг без свидетельств положено давать рекруты и отсылать воинские команды. Да, помещик повезло, не только нашли, но и зашли по рекрутской повинности. Повезло-то как повезло. Повезло, но неизвестно, кому повезло еще. В непраздничные дни одним из самых распространенных развлечений уфимского дворянства было гостевание. В дом можно было явиться без визиток и приглашения. Хорошим тоном считалось посещать все семейства, принадлежащие к обществу. Таких обществ в Уфе было несколько. Они объединяли людей, близких по кругу интересов и нравственных устоев. Имело хождение название таких встреч «точить балы», вести светский разговор, непринужденно общаться. А младшую еще выдавать не собираетесь? Нет, еще пока. Да, пожалуйста. Лука Алексеевич, прибыл помещик Михаил Васильевич Глумилин, его высокоблагородие. Только с правления Александра I статская служба, как и статский чиновник, стала пользоваться уважением. Отличительной чертой статского чиновника, начиная с 1800 года, стал черный фрак. Михаил Васильев Глумилин родился в 1790 году. Начал службу в 1802 году в Бугульминском уездном суде губернским регистратором. В 1806 году переехал в Уфу и работал в Оренбургской палате гражданского суда. А в 1809 году в канцелярии Оренбургского военного губернатора. С конца 1811 года коллежским секретарем Оренбургской губернии. Прошу к столу. Отведать чаю и снеди Наталья Осиповна. Вы знаете ее искусство в пирогах. Лука Алексеевич, хотел бы вам представить. Будут сегодня в вашем доме Городецкие. Давеча вы отмолвили, что всем семейством ждите их на гостевание. Будут, всем семейством. И дочь с ними, Анна. Не она ли предмет вашего любопытства? Не знаю, как отец ее Николай Андреевич, но он человек глупого характера. Прошу, присаживайтесь. Отведать чай. Благодарствую. Чай ему гачусь, но попозже. Хочу последний раз, Лука Алексеевич, разыграть пульку. Как так последний раз? Нечто вам, моему товарищу в гражданском суде, путь заказан в мой дом сегодня. Пришло распоряжение о моем переходе в канцелярию Оренбургского военного губернатора. Кто знает, какое общество я встречу в Оренбурге. Поздравляю с повышением. Ну, пройдемте тогда к карточному столу. Сыграем в последний раз. Он большой-то барин и богатый. И деревня-то не одна, у него в имении. Все богатства вот и будут сваты дочь Городецких. Знать дают они за ней, ну что? Да нет, бываю, что 200. Елена Самойловна, Екатерина Дмитриевна, добро пожаловать в дом. Тотчас парня приглашу. Ну, поторопитесь, Егор, на здоровье, чаю хочется. Екатерина Дмитриевна по мужу Мусина Пушкина, принадлежавшего к старинному новгородскому дворянскому роду. Ее супруг Аполлон Мусин-Пушкин с 1810 года занимал должность губернского секретаря. В марте 1812 года по его прошению был уволен указом правительствующего сената за одержавшими болезнями с награждением чина коллежского секретаря. Семья удалилась на жительство в поместье в Мензелинском уезде. Гости дорогие, Ульяна Самойловна, Екатерина Дмитриевна, наконец-то собрались и приехали. Как здоровье супруга вашего? Да слава богу, полегчало ему. Ну что же мы здесь стоим? Пожалуйте отдохнуть с дороги, да чаю отведать. Идемте. Хотите повеселиться, господа, судейскими байками? Давай, а то скучно-то, пока никто не продулся. Все знают поручика Василия Витошникова. Да? А как же? Вестимо. Богат, но доверчив. Вот-вот, доверился Сагиту и ртовому старшине Столбазов. И что? Да занял старшим у него 100 рублей. А дальше-то что? Пришлось через суд с процентами взыскивать. И не один год. Получил?
Смех, да и только. Как это смех? А деньги? Сундук мятных монет на 100 рублей. Вот разбойник, вот часть этого Витошникову привалила. Часть каждого башкира с своего юрта собрал по монете. Ну вот, весь сказ испортил, весело же. Сундук монет вместо одной ассигнации. Ульяна Самойловна – дворянка. Замужем за поручиком Михаилом Петровым, сыном Витошниковым. Проживает в деревне Витошниковой Уфимского уезда. У них дети, сын Дмитрий 10 лет и дочь Татьяна 3 лет. Владеет крестьянами. У мужа по 7-й ревизии 14, за женой 3 души. Весело вы зашли в дальний уезд, что ваша дочь заневестилась. Правда, что и жених есть. Сегодня ждем приезда. А как ваша мальчинка Наталья? Как вы без ума от нервности Христовского? Как вы догадались, она не пропускает ни одного его выступления. Хотите послушать, как она сама играет? С удовольствием. Как мило вы с вашей стороны повелся. Лука Алексеевич, приехали господа из Букрусланского уезда. Эх, Егор, зови немедленно Наталью Васильевну, да Авдотью Лукиниш. Слушайтесь. Прошу меня извинить, господа. Девушки, как и во все времена, говорили о моде. О красивых платьях в греческом стиле, как было принято на рубеже 18-19 веков. Да, шемис, конечно, надо было шить, уметь носить шаль. Хорошо бы пашмину, научиться разговаривать веером или махаться. Нынче девушки готовятся к маскирадам да танцам. Шемис, конечно, надо пошить. А вот махаться вы, душеньки, обучены? Мне, как положено, бабушка маменьку учили махаться. А как это махаться? Важно цвет веера подобрать к своему характеру. Зеленая надежда, белая невинность, а желтый отказ. И самое главное, веер золотом – это богатство, серебром – это самое главное для девушки, это скромность. Ой, а махаться-то как? Как махаться? Мы научим, да, Екатерина Дмитриевна? Смотрите, вы хотите спросить, хочешь меня выслушать? Надо открыть веер и закрыть его. А если на вопрос нет ответа? Надо ударить сложным веером. Это будет означать «я жду ответа». А если ответ не понравился? Если нет, то открытый веер приложить правой рукой к левой щеке. А если да? А если да, открытый веер левой рукой приложить к правой щеке. Что-то душно у вас в комнатах. И правда. Подождите. Попробуйте помахаться. Здравствуйте, господа. Проходите. Вот и гости жданные. Наконец-то мы дома, Лука Алексеевича. Красиво добрались, погода-то весенняя, сыро да зябко. Добро пожаловать, как мы рады. Наконец-то вы у нас всем семейством. А где же Авдотья, ваша красавица да умница? С нами и служили приехал, Алексей. И подружка Авдотья, Аннушка. Марюшка, зови Авдотью на Наталье гостей приветствовать. Конечно. Проходите, господа. И верно, сама-то никуда не ездит, а тут эко явилась чай сговор делать. Ладно, неверно обрешат. Вот наша-то Авдотюшка, каково его вот у господ Городецких. Что с Авдотюшкой? Не обидел бы ее парень молодой. Уторит игроком, как карту видит, аж на руки трясутся. Вот Авдотья, даст Бог, твои нареченные батюшка Николай Андреевич и матушка Евдокия Никитишна сватают они тебя за сына своего Алексея. Нравится ли тебе суженый? Идешь ли ты за него? Иду. Не позвольте ли мне, господа, раз дело решенное, и Авдотье мне тоже по нраву, удалиться к товарищу. Скоро ты лекции, товарищ. Знамо, это карта. Ладно, играешь, но учти, дворянство ты еще не получил. Документы я еще не подал в дворянское собрание. И душ, отведенные мной тебе, не в картах проигрываешь. Так что рассчитывай и смекай, как тебе играть надо. Я уже паренька, звание вхожу, что такое честь дворянская, знаю. Что-то неудобно, это муженька перед ней судьба не отдергивать. Ну ладно, пусть молодые займутся делом молодым.
Девушки вон уже о платьях заговорили, пусть идут к Авдотьюшке в будуар. А наши жены пускай обсудят свадебные дела. Уфа с 1802 года – губернский город и центр Уфимского уезда Оренбургской губернии. Высшей властью в городе был оренбургский гражданский губернатор с подчинением военному губернатору, находившемуся в Оренбурге. В Уфе располагались губернские и уездные присутственные места. С 1811 по 1822 год оренбургским гражданским губернатором был действительный статский советник Матвей Андреевич Наврозов. Добрый день, господа. Могу ли я присоединиться к игре? Пожалуйте к столу. Начинаем новую игру. Снимите карту. Благодарю. Господа, а что в Уфе так пахнет гарью и навозом? Да и горел домов достаточно. Так с сибирской язвой боролись, мором коровьим. Так ее что ли вместе с домами жгли? Почти так. Губернатор Наврозов распорядились горячим навозом дома окуривать. Посчитали, что так минует она стопные твари мещан. Вот и сгорела вся Богородская. Марюшка, чай. Вы, наверное, уже давно слыхали, что с императорским указом повысили сборы с владельческих доходов. Да. Конечно, мы помещики не самые мелкие, но превышение сбора с нашего хозяйства для нас очень заметно. Да и каков доход будет неизвестно. Весна там меньше, то дожди, то холод. Однако погоды, а свадьбу ладить надо. Дети выросли, особливо Авдотьюшке поравится уже. Давайте условимся о сроках. Я бы хотела вначале о приданом. Дорогая Евдокия Никитишна, нам кривить не в чем. Авдотья не бесприданница, хотя душ за ним дать не в состоянии. Такова сумма нас устроит, но целый год еще до будущей весны. Ах, голубушка, но мы же не хотим отпускать Авдотьюшку с наскоро собранным приданым. Тогда помолвку надо объявлять в сентябре сего года. Да, но свадьбу не ранее мая будущего года. За это время мы подготовим достойные приданые для Авдотьюшки. Чай первую дочь выдаем замуж. Хорошо, свадьбу играем на Красную Горку. Евдокия Никитишна, а сейчас пройдемте к Авдотьюшке в комнату. Николай Андреев Городецкий, 1775 года рождения. Принадлежал к симбирской ветви обширного и древнего рода Городецких. Находился в родстве, внучатый племянник, с дворянами Нагаткиными. Именно с их долгой тяжбой с казенными крестьянами он знакомит Луку Пахомова. Его сын Алексей Городецкий, 1795 года рождения. Начал военную службу, как и все дворянские дети, с 15 лет. Так о каком деле вы мне писали намедни, Николай Андреевич? Даже не знаю, как поступить-то. Дело-то не мое, а дальних родственников. Братьев Василия и Николая Нагаткина. Долгое у них дело о выморочном имении покойного дяди надворного советника Коптяжева. Слыхал краем уха, хотя это и не в моей судейской власти вести такие дела. Сразу скажу, что вернуть выморочное имение вряд ли возможно. Ну давайте пригласим к разговору Глумилина, он мастак в гражданских исках. Что изволите, Лука Алексеевич? Пригласи ко мне в кабинет Михаила Васильевича Глумилина, совет его надо мне услышать. Слушаюсь. Марьечка, что-то душно в комнате. Открывайте нас на веранду, воздухом подышать. Евдокия Никитична, вы чай забыли? Веранды-то нету в доме. И правда, в доме Луки Алексеевича только балкончик. Ну что же мы стоим? Пошлите на Уфимские сады посмотрим. Пойдемте, какая красота. Сейчас я цветов. Михаил Васильевич, Лука Алексеевич просит вас пройти в его кабинет хозяйский. Что за надобность такая? Знаешь, велено передать, что советом надо не услышать. Прошу прощения, господа, вынужден прерывать игру. Боже мой, речь-то уже не о самом имении, а разорении рода Нагаткиных.
Давайте посмотрим по существу дела, как оно выглядит. Добрый день, господа. Лука Алексеевич, могу я присесть? Конечно, присаживайтесь. Все из-за дурной овцы. Как это? Что за овца? Что за овца? Завелась она к обтяжке, холоп, Бринцов. Он буянит и всех крестьян неповиновение приводит. Как так? Что за холоп это? Все зло от Бринцова. И надо же было Бугурусланскому уездному суду утвердить его поверенным по делу. Вот он и защищает ложно. Дело якобы казенных крестьян, выморочных с имением Коптяжева. И душ-то не самая малость. 52, обоего полу. Делу всему срок уже скоро 20 лет будет. А чего ж оно тянется-то так долго? А тянется она по причине встречных исков крестьян, которых якобы поддерживают бугурусланские заседатели. Столь долгий процесс только очень состоятельные помещики могут себе позволить. Помещики? Они, конечно, не бедные. В 2 селах владеет около 200 душ собственных крестьян. Но потерять 52 души – заметный убыток. Вот и решила их мать, майорша Аксинья Степанова, ходатайствовать в самом Санкт-Петербурге об оставлении за ними в угоде и крестьян, от родственника умершего, надворного советника Коптяжева. Так, пока дело нерешенное. Нагатина правит пользоваться имением-то? Не тут-то было. Пока суть до дела. Ой, лютуют-то крестьяне, кои себя казенными числят. Дочери Нагаткина запахали 16 десятин хлебом. Так буйством Бринцова со товарищем захвачены были эти земли. Что за холоп-то? Что скажете, Михаил Васильевич? Надо составить опись ущерба, причиненного имуществу Нагаткина, поименно назвать участников их разорения. Как же составить? А ныне Бринцов совсем сбаламутся необразованным и чаян. К вящему разорению Нагаткина представили они в апреле сего года бумагу об ущербе, который якобы причинили им Нагаткины. И оценили ущерб 45 тысяч рублей. Слишком. Видишь ли, что за 15 лет на каждую казенную душу долг накопился у Нагаткина по 60 рублей на каждого. А еще осталось 32 тысячи взять помещиков. Вящее разорение Нагаткина. Как помочь? Посоветуй Лука Алексеевич. Михаил Васильевич. Ой, как душно в комнатах, а какая прекрасная погода. Ах, какая прекрасная Уфа, какой вид чудный, как расцвело все, как запахло все. Посмотри на небо, какое оно чистое. Правда. Лука Алексеевич, пришли Иван Постик с теткой. Прошу меня извинить, господа. Который вы? Который ныне в Санкт-Петербурге, на Америке учится. Он самый, к матери приехал на вакансию. Ходи, у нас весело. Да не, я здесь подожду. Чай тетка Ивана недолго там будет. Ну тогда жди. Будем песни голосить. Синик-то скоро. Наша Марья Пантелеева умели петь. Весенний праздник на Урале назывался Семик. Он считался девичьим праздником, сопровождался играми, хороводами и плясками на лугах и даже просто на улице. Хоровод, как правило, шуточного характера. Иван Григорьев Постников родился в 1795 году в Уфе. Из духовного сословия, сирота, воспитывался матерью. Учился в Санкт-Петербургской императорской медико-хирургической академии казенным воспитанником. Здравствуйте, Лука Алексеевич. А я к вам прямиком из Петербурга. Да не один, а с тетушкой своей, из Сарапула. Кстати, она к вам по делу. Разрешите распорядиться, Лука Алексеевич. Пройдемте. Бедная дочка. Жалко ее. Жалко. Ой, опять свой добрый. Господи, ну кто же здесь мучает домру? Я, ваше благородие. Дай-ка мне. Смотри. Мне доложили, что вы прибыли в Уфу по личному делу из Сарапула. Как, ваше благородие? Вам, наверное, известно про дело о беглых Стрелякой и моя дворовая Ольга.
По законам повелено, что дела о поимке беглых рассматриваются на месте их поимки. Так не лишусь ли я своей Дворовой и ее малолетнего сына? Не оставит ли Якутия? Уже дано распоряжение отправить Ольгу в Вятку посредством земской полиции. Так раз я приехала, может, я могу ее и забрать? Нет, подорожная уже выправлена в Вятку, 3-го дня как. А деньги? А деньги, чтобы были у меня покрадены? Но тут я ничем не могу помочь. У воров была изъята сумма меньшая, чем было покрадено у госпожи Поповой, и все ей вернули без остатка. А как же мои деньги? Как же мне их теперь вернуть? Дворовая ваша признана виновной только в побеге, поэтому ее и возвращают вам, а не на поселение в Сибирь. Что же мне теперь делать? Не отчаивайтесь, успокойтесь. Вы же сохранили свою Дворовую и ее сына за собой. Может, к чаю, к столу? Нет, благодарствую. Горько-то как, не до чая уж теперь. Чья очередь сдавать? Моя очередь. Нет, я с Глуминым должен был быть. Иван пришел и тетку свою привел. Ведь не слыхали про беглых в Уфе. И не только про беглых, и про отставного солдата, Бароли. Да, знатно они кутили в его доме на Усольской. Вещей купили повозку, да напитков. А солдата все-таки жаль. Старый, как-никак 50 лет человеку. Да ладно, они чернь не образованы. А канцеляристы уездные каковы? А что? Не расстраивайтесь, все наладится. Прошу вас в дом. У нас сегодня день гостевания. Проходите. Я не обязательно, Матвей. Я не хочу. Не капризничай, Матвей. Подрастешь, возьму канцеляристом в земской суд. Будем вместе работать. Матвей, Юля, пойдемте к Авдотье, там будут музицировать, а вы нам стихи прочтете. И вправду, идите к Косарины, коль скоро вас приглашают, а там мы все вместе на семью подойдем. Так дело ведь давнее, так, Иван? Разве не слыхали? Нет, расскажи. Да уездные канцеляристы наши схваченных на волю выпустили, а городничему асессору угличанину об этом не доложили. И что там дальше? Ну так пьянствовали на Усольской в доме у Щеглов, даже ноги не смогли унести. Так их всех и словили, да и деньги отобрали. Прославились, смех. Да. Дмитрий Иванов-Киржацкий родился в 1776 году. Род Киржацких служил Отечеству в военной и гражданской службе. Отец, Иван Михайлов, был ячем в Уфе. Дмитрий Киржацкий избрал военную службу, но ушел в отставку в унтер-офицерском чине. По Оренбургской губернии род Киржацких с 1802 года внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии. На митинге приехала Елизавета Уварова. Своими глазами видела дом Туварский по соседству с нашим на Телеграфной. Как бы сюда не нагрянула. С нее останется. Мы оба свидетели той невыносимой жизни, которую устроила Льву Уварову его молодая супруга Елизавета. Бездетная она. Вот все и тянула от него, как от чужого человека. Как стал болеть Лев Уваров, так она его из деревни в Уфу к себе домой перевезла. Дом-то по соседству с нашим находится. А тяжба началась, и скандал большой Лука Алексеевич. Постойте, я ничего не понимаю. Ну, соседа вашего знавал. Родню его нет. Да и вы, кроме соседства, какой резон-то к нему имеете? Уваровы – дальняя родня наша. Наши роды друг за другом в Оренбургскую губернию из Ярославской губернии переехали. Лев-то вместе с братом в Уваровке осели, Столитамакского уезда. Там их совместное владение и было. А как скончался Лев, так и не смог племянник по владению имением-то вступить. Что за оказия? Подлог! Заемные документы на мужа оформила Елизавета. Аж на 30 000 рублей, якобы ею одолженные.
А уездный суд присудил выплачивать эти деньги племяннику, Уваровой Елизавете. Так может он брал эти деньги у ней? Да откуда они у нее? Бесприданницу он взял ее. И замок уговор не подписывал. Как же так? За 2 недели до смерти за него поверенные подписали. Тогда деньги остались в доме, он же их не потратил. И денег нет, и залог есть. Совсем разорила Елизавета семью Уварову. Отдавать-то нечего. Да зачем отдавать-то? Не брал тех денег Лев Уваров. Может, вы не знаете чего, и поэтому считаете, что неправильное решение вынес суд? Да подкуплен тот суд Елизаветой. Конечно, подкуплен. Что не делал, то подкуп. Хоть Уваров возьми, хоть Нагадкина. Лука Алексеевич, приехали башкирцы из 4-го кантона и хотят видеть вас. Они ждут вас. Так пусть пройдут. Они ждут вас, даже на крыльцо не хотят подниматься. Прошу меня извинить, господа. Здравствуйте, душечки. Здравствуйте. Это мои племянники Юлия и Матвей. А Матвей знает стихи Самарокова. Матвей, прочти нам стихотворение. Называется «Росиада», написал Сумароков. Сей муж сражений не дерзок был, не злобен, но твердому кремню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издает, когда поверхность кто его железом бьет. Господа, на медне слыхали о Елизавете Уваровой? Да, ловкая подъемка Елизавета Уварова. Весь род Уваровский обставила. Как же она всех государских судей вокруг пальца обвела? В том-то и дело, господа. За имение с годовым доходом 6 тысяч, 30 тысяч вытребовала. Вот ловко. Без забот об урожае, каждый год с прибылью. Вот она, как банк сорвала. Смотри, сам наш банк не огреби. Игра не передергивай, глаз да глазу тобой нужен. Поклон вам, сестрица. Тайком я за барином прибежала. Ой, что узнала, не втерпешь прибежала рассказать. Отдышись, чаю хочешь? Благодарствую, воды дома напилась. Так, что на хвосте принесла, сказывай. Пещеры-то над Белой все знают? Знамо дело. Много по высокому берегу. А то, что там разбойнички клады несметные сохранили. Так это все знают, слух такой. А то, что лодку зарыли, и 2 котла с каменьями и жемчугами. Ой, да пытались что-то дворовые добыть этот клад. Нет, есть старуха, которая тайну знает. И где старуха? Так в Уфе, в Нижегородке живет. Она видела сундук в пещере и голос страшный слышала. Требовал этот голос денег за дорогу к кладу. Глупая ты, Настя, дурит старуху Простаков. Да уж не дурит, бросила это дело. Жаль, мой Митька собрался клад искать, замуж звал. Бедненько. Вот Митька. Андрюшеньки, вы слышали о недоросле Алексея? Ты говоришь о Ростовском? Да, он большая умница, немногим младше нас, но советует в концертах и пишет великолепную музыку. Мне посчастливилось бывать на его концерте. Согласна, он действительно очень и очень талантлив. Подождите, это тот самый Алексей Верстовский, чей папа Григорий Алексеевич занимается важными судебными делами? Да. Девушки говорят не об Алексее Верстовском, известном композиторе XIX века, а о его отце Николае Верстовском, талантливом администраторе. В 1808 году он был переведен в Уфу в качестве управляющего удельной комиссии по Оренбургской губернии. Комиссия занималась проблемами возвращения в казну арендованных помещиками крестьян вместе с землями. Николай Верстовский неоднократно прибегал к помощи Луки Пахомова в расследовании подобных дел. Совместная с ним деятельность отмечена в родословной Пахомова. Да, это так. Отец его в больших чинах. И в Уфе они верны ненадолго. Да, я знаю, что Алексей маменька прекрасно знает музыку. А еще и старшая сестра Варвара. Как славно они музицируют. Пойдемте его музицировать. Пойдемте, действительно. Семейные концерты часто звучали в доме Верстовских. Они способствовали музыкальному развитию будущего композитора. Алексей с детства овладел и скрипкой, и фортепиано. После переезда в Уфу с 10-летнего возраста он успешно выступал как пианист в любительских концертах. Здесь, в Уфе, он сочинил свои первые вальсы, песни, незатейливые пьесы для фортепиано.
свете женится. Он меня не любит. Не суждено мне счастья в жизни. Алексей со мной даже не торопится поговорить, побыть наедине. Он правда меня не любит. Грустно, как грустно. Я буду всегда одна. Ах, Натали, может быть, сыграем Верстовского? И верно. Давай споем два ворона. Да вы шулер! Я требую сатисфакции! Господа, карточное дело не стоит этого. Подумайте о вашем отце, успокойтесь. Нет! Если вы хотите удовлетворения, я к вашим услугам. Да желаю! Ваши секунданты. Макроусов Сергей Федоров, а ваши? Михаил Матвеев Титов. Господа, карточное дело не стоит этого, успокойтесь, успокойтесь. Подумайте о вашем отце. Нет! Юртовый старшина Тухутвала Утявов организовал клеветническую кампанию против кантонного начальника Курами Муйнакова. Именно с его доносами и жалобами приезжали башкиры из Ильчегулова к оренбургскому гражданскому губернатору. Муйнакову приписали поступок юртового старшины Байсара Кулбакова, который поддержал у себя ординарца вместо 1 месяца 5 лет, используя его в собственной своей работе и без всякой платы. Добрый день, все пожаловали ко мне. Вы с 4-го кантона. Кто такие? Директор Ильчегулов. Автоплат, автосфантьяры, а кто у нас жалобами? Да я дома ждал, не рассматриваю. Выслушай нас, здесь. Ты же был в нашем кантоне весной? Да, был, по делам вашего эмиссара. Вот и мы о нем же жалобы на него привезли. Дома я не рассматриваю жалобы. Барин, ты справедливо рассудитель. Мы все про тебя знаем, помоги нам. Ну ладно, что вы жалобы? Кантонный начальник наш Мисайлов набирает всех простых башкир, забирает на собственную работу. Вместо месяца на полгода и не платит. Не платит. Что делать нам, барин? Долго мы скакали, чтобы справедливое слово от тебя услышать. Почему в других кантонах не так? Лучше. Справедливое слово не я услышал, а уездный суд. В понедельник подавайте жалобу в губернскую управу. Сможете ли русскую бумагу грамотно составить?
Нет, не смотрим, мы хорошо русскую бумагу написать. Тогда канцеляристы вам помогут. Только все надо изложить подробно. Много ли денег у твоего мужа, чтобы до родственников твоих-то хлопотать-то? Моих средств хватит, чтобы вывести тебя на чистую воду. Пусть вся Уфа узнает, какая барышня проживает в Улане. Отдали бы 30 тысяч, и все, мы разошлись бы миром. Егорка, зови нам хозяина, дело у нас к нему есть, а Графенов имена до сих пор не могут по заемным отдать. Зови Луку Алексеевича, пара не хочет про свой обман рассказать всей Уфе. Пускай вся Уфа Лука узнает. Алексеевич, незнамые барыни рвутся в дом. Требуют вас, а сами не признали вас. Лука Алексеевич, пара не хочет про свой обман рассказать. Да брешешь ты, брешешь, ничего такого не было. Проси вон Елизавету Уварову. Мой дом не базарная площадь. Лука Алексеевич, дело у нас к тебе есть. Лука Алексеевич, барыня про свой обман хочет рассказать. В дом честного человека тут рвут. Меня, честная женщина, да вот, честно. Да что такое? Да ты бесстыжий, меня веселяете. Да я честно не... Я пятерочку посла. Ох, я пятерку посла. Ох, я на зеленом лугу. Ох, я не поймала тетерину. Ох, я только вырвала перину. Ох, я сделаю тетерины. Ох, я сделаю дуду. Ох, я веселушка моя. Ох, я веселушка моя. Ох, я веселите меня. Ох, я на чужой стороне. Ох, я в большой семье. Ох, я в семье крестена. Ох, я в не пойдет. Ох, я второй раз не придет. От барьера сюда 12 шагов. И до первой крови, господа. Господи, да карта это же пустяк, доброе ли дело? А где вы видели дуэль за правое дело? Да объясните же им, что дуэль это преступление. А секунданты, их же сошлют на Кавказ. Мы с Титовым и так почти на Кавказе. Алексей, ты что удумал? Солдаты захотел, а? Стреляться, стреляться! Вы всю жизнь будете каяться, если убьете. Вот, Иван, и будешь лекарем на дуэли. Ну что ж, другой удобный день, господа. Не спальники ваши. Так, до встречи. До свидания, подпоручик. А мы сеяли, сеяли лен, а мы сияли, приговаривали, чоботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалек. Лен мой лен, белый лен, справа на горе, слева на крутой, лен мой зеленой. А мы пололи белый лен, а мы пололи, приговаривали, чоботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалек. Лен мой лен, белый лен, справа на горе, слева на крутой, лен мой зеленой. Заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая, завернися, лента шелковая, заплети сероусица, потопила малых детушек, в полете по патоке, как твоя высокрадости. Заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая, завернися, лента шелковая, заплети сероусица, потопила малых детушек, как в полете по патоке, как твоя высокрадости. Селезенюшку загонял, молодой серую загонял, ходи учиться домой, ходи серая домой. Красивых детей, 8-й селезень, ходи девятая сама, поцелуй. Селезенюшку загонял, молодой серую загонял, ходи учиться домой, ходи серая домой. Красивых детей, 8-й селезень, ходи девятая сама, поцелуй.
эфир, струит эфир, бежит, шумит кадалкий ветер, шумит кадалкий ветер. Вот зашла луна золотою, тише чуть гитары звук, испанка молодая перлась на балкон, ночной зефир струит эфир, бежит, шумит кадалкий ветер, шумит кадалкий ветер. По предложению Оренбургского военного губернатора и по указу Оренбургского губернского управления в период Отечественной войны производил расследование о злоупотреблениях в 4-м башкирском кантоне, расположенном в Троицком уезде. По поручению гражданского губернатора Наврозова проверял финансовые документы по приказу общественного презрения за 1811, 1812 и 1813 года. Служил в палате уголовного суда, расследовал в Бирском уезде дело о спорной земле между башкирами и удельными крестьянами. В 1824 году был пожалован за выслугу орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени. За ним по 7-й ревизии Оренбургской губернии Уфимского уезда в сельце Атаевки крестьян 14 душ. В 1838 году был перенесен вместе с родом из 2-й в 3-ю часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии. В возрасте 30 лет познакомился с потомственным дворянином Александром Ивановым Смирновым. В 1829 году они вступили в законный брак. Смирнову было 54 года, а Марии уже 33 года. Среди свидетелей был отставной из дворян поручик Яков Филиппов, сын Анечков. В этом же году у них родилась дочь. В 1832 году Мария овдовела. Добилась признания за ней и дочерью дворянского статуса. По родословной мужа она была записана в 6-ю книгу древних дворянских родов. Вместе с дочерью они владели около 100 крестьянских душ. Дворовые, как и большинство крестьянского населения России, остались безымянными в истории. Сложно сказать, как у них сложилась судьба. О них никто не писал, их родословная не фиксировалась. Они, наверное, создавали семью по разрешению барина, воспитывали крестьянских детей, состарились и ушли из жизни, как и все земные люди. С началом Отечественной войны служил асессором в Оренбургской войсковой канцелярии. Участвовал в заграничных походах в 1813 году. Отличился в битве при Данциге. В 1812 году родился второй сын Лев. В 1826 году в результате безупречной службы Осенцову был пожалован чин майора. Ушел в отставку по причине болезни. В 1828 году, по его просьбе, был перемещен вместе с семьей из 2-й книги в 3-ю книгу дворянских родословных. Владел крестьянами в количестве 6 душ мужского пола по 7-й ревизии Оренбургской губернии Троицкого уезда в станице Чебаркульской. Участник Отечественной войны. Имеет 2 серебряные медали – начало войны и за взятие Чигирина. Отличился в битве при Малоярославце. В 1827 году ему был пожалован чин майора. Обзавелся семейством по окончании Отечественной войны. Внесен вместе с родом своим в 3-ю часть дворянской родословной книги. Сергей Федоров-Макроусов, боевой офицер. Участник Отечественной войны 1812 года. Начиная с июня 1812 года и до окончания заграничных походов в 1815 году дослужился до чина прапорщика.
Участник Смоленского сражения и генеральной битвы при Бородино и Тарутинского маневра. В сражении под Вязьмой получил пулевое ранение в правую руку. С августа 1813 года и до декабря 1815 года находился в заграничных походах. По возвращении в Уфу женился, и в 1817 году родился сын Степан. Вместе с сыном числится во второй книге дворянских родословных. За заслуги в мобилизации сил Оренбургской губернии в ноябре 1812 года был награжден бриллиантовым перстнем. В 1816 году был направлен на службу в Грузию с чином коллежского асессора, где употреблен был по особым поручениям как самим главнокомандующим Грузии, так и его тамошним губернатором. За прежнюю службу был жалован в 1819 году орденом Святой Анны III степени. В чине надворного советника в 1832 году был внесен в третью часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии. В отставке проживал с семьей в поместье Бугульминского уезда. Владелец 100 крепостных крестьян. За его женой числилось по Белебеевскому уезду 192 души. После Отечественной войны муж Ульяны Самойловны вышел в отставку в чине поручика. В семье добавились дети, дочери Надежда и Александра. В 1831 году вся семья Михаила Петровича Витошникова была перенесена из второй книги дворянских родословных в шестую книгу и признана в числе древнего потомственного дворянства. В 1815 году в семье Мусиных-Пушкиных родилась дочь Мария, а через 2 года сын Дмитрий. В 1830 году Екатерина Дмитриевна овдовела, успешно хлопотала о передаче дворянства детям. По окончанию войны Николай Андреевич вышел в отставку в чине секунд-майора. Владел крепостными крестьянами в Бугурусланском уезде в количестве 187 душ. Бумаги о дворянстве своего сына Алексея подал только в 1835 году. Алексей Городецкий вышел в отставку в чине ротмистра. Занялся поместным хозяйством, получив от отца по Бугурусланскому уезду 109 душ. Прославился удачной деятельностью конезаводчика. Его ферма конкурировала с заводами крупных собственников, дальних родственников Городецких, Нагаткиных и Аксаковых. Служил уездным врачом в городе Челябинске, а в 1819 году был переведен в город Уфу. Почти ежегодно распоряжениями Оренбургского гражданского и военного губернаторов направлялся по уездам Оренбургской губернии для ликвидации эпидемий различного происхождения. В 1822 году был произведен в штаб лекарей, избран действительным членом Уфимского попечительного комитета о бедных. За отличную службу в 1826 году стал кавалером ордена Святой Анны III степени. В возрасте 35 лет был произведен в коллежские асессоры. Получил дворянское звание с записью в списке третьей книги дворянских родословных Оренбургской губернии. Ни приобретенного, ни родового имения не имел. По позднему браку за его женой числился в городе Уфе деревянный дом и 1 душа мужского пола и 2 женского. Шутил Лука Пахомов и оказался прав. В 1824 году Андрей Киржацкий поступил на службу в Уфимский уездный суд канцеляристом. Начиная с лета 1812 года и до окончания Отечественной войны Лука Пахомов регулярно расследовал дела о злоупотреблениях в 4-м кантоне Троицкого уезда. Утявов добился в 1819 году смещения Муйнакова, чей пост кантонного начальника он и занял. Но в 1832 году за злоупотребление был сослан в Сибирь на вечное поселение. Утявова долго поминали в башкирской песне. «Я б 71 копейку отдал, чтоб кантонному вынесли приговор».